С поправкой на сённяшнюю эпид-обстановку отбылся чарговый бизнес-форум у Полесскім университете. Представники Украины и Польши удел у форуме взяли онлайн. Остатних уже в режиме офлайн. Чакала презентация шерегу инновационных распрацовок. Термин инновации на форуме ключевый, тому и головная задача отповедная. У нашего технопарка основная задача – это развитие инновационного бизнес-предпринимательства, помощь предприятиям в реализации инновационных проектов, развитие науки, развитие бизнеса на территории Припятского Полесья. Большое количество было реализованных проектов, особенно в сфере экологии, модернизации очистных сооружений большого количества предприятий, также в сельском хозяйстве. Не столько новые, кольки адаптованные под новые потребования и тем самым на несколько порядков удосконаленные технологии продемонстрировали удельники презентации. Сярод проектов особливое место занимают готовые до реализации университетские распрацовки. Вот это опытный образец нашего озонатора, который мы разработали совместно с украинскими коллегами. Сейчас уже изготовлены опытные образцы, как вот промышленный, так и вот совсем маленький бытовой озонатор. В настоящее время уже наш один резидент планирует организовать выпуск данных озонаторов в городе Пинске. Над снижением энергоемистости и максимальным повышением коэффициента корыстного деяния уласной технічнай ідэі працавалі і брэскія фермеры. Сёння яны не толькі вырошчваюць прадукт, але і мэтанакіравана працуюць над удасканаленнем тэхналогій яго вытворчасці. Мы выращиваем ягоды, голубику, и также сейчас занялись производством сельскохозяйственной техники и вот гербицидных опрыскивателей. Мы как предприятие, то есть начали испытывать трудности с техникой, то есть не было техники, не знали, какой техникой работать, проходили кучу регистраций, испытаний, получили на производство данных опрыскивателей лицензию. Выпуск выключно новой для сябе техники плануе наладить и один з пинских заводов – Каблицмаш. Дзеля гэтай мэты таварыства подписало трохбаковы договор, адпаведна якому технопарк Полесья и Полесский университет не только пачнуць распрацоўваць тэхналагічныя рашэнні, але и забяспечыць полное суправаджэнне на этапе их реализации. Все очень перспективно, все очень важно. Это и получение хороших продуктов, в виде удобрения. Там требуется подключить ученых, которые немножко поработают с регламентами, с режимами переработки. Мы будем выпускать машину, которая все это будет делать. Она будет перерабатывать первичный навоз в массу, которая уже будет пригодна для получения более эффективного получения газа. И это же сырье будет являться более эффективным, обеззараженным удобрением. Да рэчы, менавіта сфера біятэхналогій і зялёнай эканомікі сёння ў рэгіёне найбольш дынамічна працуючая. У адпаведным кластары, створаным на базе тэхнапарка 2 гады таму, сёння ўжо задзейнічаны 32 суб'екта гаспадарання. Асноўны від дзеяння – раслінаводства. Сярод 8 перспектыўных напрамкаў – аквакультура, вытворчасць бадаў і прэміксаў, тэхналогіі здаровага ладу жыцця і водаачысткі, жывёлагадоўля. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».